В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников посетил Горный Улус с рабочим визитом. Узнаем подробности о ходе проверки. В библиотеке Верхневилюйска открылся центр чтения на родном языке. Теперь специалисты учреждения займутся мониторингом читательской активности. В Вилюйске прошел ежегодный улусный конкурс детских оркестров «Удивительный оркестр». Узнаем, как именно юные музыканты порадовали зрителей. В День республики пройдет прямая линия с главой Якутии. Жители смогут услышать ответы на самые актуальные вопросы. Часть обращений получит разъяснения на самой трансляции. Остальные передадут в профильные министерства и ведомства. По завершении эфира производится рассылка ответов по поступившим обращениям. Как правило, ответы направляются гражданам в течение нескольких дней после программы. Если гражданин задал вопрос, через колл-центр с ним свяжется оператор. Если заявитель направил вопрос через чат-бот в национальном мессенджере Макс, ответ придет через данный чат-бот. Между тем, на сегодняшний день более 600 вопросов от граждан поступило на прямую линию главы республики. Чаще всего якутян волнуют темы переселения из ветхого и аварийного жилья, дорожного ремонта, наличия субсидированных авиабилетов и благоустройства населенных пунктов. Отдельной категории выделяют вопросы отрасли ЖКХ, в частности, выплаты заработных плат сотрудникам отрасли, отметил руководитель Центра управления регионом Василий Десяткин. Если говорить о географии, то наибольшее количество вопросов поступило из города Якутска, Ленского, Мирнинского, Алданского районов. В числе лидеров также есть и Тампонский район, Верхнеколымский район. Вопросы жители могут задать через колл-центр. Номер колл-центра, код города Якутска 8 41 12 506 006. Также прием вопросов осуществляется в круглосуточном формате через национальный мессенджер Макс, чат-бот «Вопрос главе Якутии бот». Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников посетил Горный Улус с рабочим визитом. В селе Магарас он проинспектировал ход строительства новой квартальной котельной и многоквартирного дома, предназначенного для переселенцев из аварийного жилья. В районном центре селе Бердигистяк внимание было уделено объектам водоснабжения. Зампред осмотрел водохранилище Мата и водоочистную станцию. Также он ознакомился с земельными участками под будущую гимназию и музей-библиотеку имени Василия Филиппова. Кроме того, в ходе поездки было оценено состояние здания детского сада «Колокольчик» в селе Мытах. Обсудили вопросы по водохранилищу села Бердигистяк. Видно, что она дренирует. При этом специалисты, конечно, давно ставят вопрос по проектированию данной дамбы. Когда будет совещание на уровне главы республики по паводковой ситуации, мы этот вопрос будем, как говорится, ставить. Состояние гимназии оставляет желать лучшего. Сегодня в очереди он значится 42-м. Мы считаем, что это очень дальняя история. И сегодня будем искать выходы по перемещению на более вперед показателей. Теплая встреча коллег, друзей и родственников, посвященная презентации книги о заслуженном враче республики, терапевте Александре Егоровне Кондаковой, состоялась в актовом зале Аймеконского центральной районной больницы. Здесь Александра Егоровна проработала 45 лет. Доктор Шура называли ее сельские жители. Верили и знали, что в любое время она придет на помощь. В книге собраны воспоминания одноклассников, друзей, коллег и знакомых. Отражены жизненные моменты Александры Егоровны. Книга издана на 2 языках, и каждый участник презентации получил ее в подарок. Я с Александрой Егоровной дружили с юности, вместе учились. Она была настоящей подругой, ангелом-хранителем. Мы ее действительно называли доктор Шура. Она во всем нам помогала. Действительно, светлая память пусть в наших сердцах будет. И я очень надеюсь, что ее имя присвоит районной больнице, она где посвятила свои 45 лет.
На базе Верхневилюйской детской библиотеки открылся центр чтения на родном языке. Теперь специалисты учреждения займутся мониторингом читательской активности и организацией просветительских мероприятий, направленных на популяризацию родного языка среди подрастающего поколения. Первым событием после открытия стала Олимпиада для школьников «Символы Якутии». В ходе состязания дети проверили свои знания об истории, знаковых местах и выдающихся личностях республики. Я, как представитель Ассоциации школьных библиотекарей, буду направлять своих детей, учащихся, чтобы они тоже приходили сюда. И у нас с прошлого года работает на муниципальном уровне сетевой проект «Читающая семья, читающие дети». В рамках этого проекта мы проводим различные мероприятия. И я надеюсь, что эта база, этот центр будет соединяющим нас всех центром, где мы будем популяризировать наш родной язык. Диктант Победы впервые прошел в школе номер 40 в Якутске. Учебное заведение открылось в сентябре прошлого года и в этом сезоне впервые присоединилось к акции. Более 800 участников, школьники и учителя приняли решение проверить свои знания истории. Диктант Победы написал и Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. В целом по Якутии для проведения диктанта было задействовано около 400 площадок. Тестовые задания охватили основные события ВОВ, имена героев и ключевые даты. Вопросы также касались памятных мест и культурного наследия военных лет. Это действительно масштабная акция. Мы очень рады, что в этом году мы присоединились к ней. Мы, старшее поколение, должны донести нашим детям историю настоящую, неискаженную правду про Великую Отечественную войну, потому что это наша жизнь, это наша история. Когда мы делали первый диктант, очень было сложно. В центральном, наверное, точке у нас человек 40, наверное, было. А сегодня вот больше 800 человек пришло участвовать в этом мероприятии. И диктант у нас проводится на всей территории. И мне кажется, мы на Дальнем Востоке все равно будем в числе лучших и первых, наверное, кто проводит вот данное мероприятие. Якутский фильм «Олох Тугенере» режиссера Василия Булатова вошел в топ-10 российского проката, собрав в день премьеры 23 апреля 1 миллион рублей. Картина является продолжением одноименного сериала, действие в котором происходит спустя 10 лет. Сюжет повествует о супругах Алики и Саини, чей брак переживает кризис из-за бытовых и финансовых трудностей. Попытки героев реализоваться в карьере и бизнесе на фоне недопонимания запускают череду нелепых и случайных событий. Главные роли исполнили Альберт Наговицын и Саина Захарова. В Якутске подвели итоги розыгрыша призов среди покупателей квартир жилого комплекса «Прометей-Сити». Так были разыграны десятки ценных позиций, в том числе автомобиль. Кто стал обладателем главного приза, расскажем в следующем материале. Участниками розыгрыша стали жильцы комплекса «Прометей-Сити», оформившие покупку квартиры в период с 1 ноября по 15 апреля. Именно среди них случайным образом определили победителей. В числе призов смартфоны, планшеты, телевизоры, а также 3 машиноместа в парковке комплекса и суперприз – автомобиль. Вот мы узнали только что буквально имя победителя, ну и, соответственно, в радости у всех и у нас, у компании, у присутствующих и у самих победителей. Мы их официально поздравляем и добро пожаловать жить в Прометей-Сити. Обладателями главного приза стали Гаврил и Асия Тарские. Получив ключи от автомобиля, они признались, что мало верили в удачу. Теперь молодая семья, которая вот-вот отметит новоселье, радуется еще и новому автомобилю. Я не поверил. Я вообще не поняла, что происходит. Неужели это мы, не знаю, или это розыгрыш какой-то? Потому что мы не верили до последнего. С каждым выигрышем, там кто-то что-то выигрывал, мы думали уже, ну нет, ну сейчас уже точно нет, ну уже точно нет. Потом для нас, нам нужна машина. Вообще очень радостно, не знаю, волнительно, классно. Подобные розыгрыши компания проводит не в первый раз. Для жителей комплекса это не только возможность испытать удачу, но и получить приятные бонусы к покупке жилья. Лилия Бурцева, Джилстан Иннокентьев, Якутск.
В Якутске прошел 8-й республиканский фестиваль детского творчества «Утренняя звезда», посвященного столетию Всероссийского общества глухих. В Доме культуры РЛ собрались более 40 юных талантов до 18 лет из разных улусов республики – Намского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Усть-Алданского. Участники из коррекционной школы-интернатов демонстрировали мастерство в жестовом пении, художественном слове на русском жестовом языке, хореографии, цирковом и театральном искусстве. Фестиваль, проходивший в очном и заочном формате, призван привлечь внимание к уникальной культуре сообщества глухих, показать их безграничные возможности и способствовать формированию социальной адаптации. Этот фестиваль не просто конкурс талантов, а яркое проявление силы, духа и творчества и безграничных возможностей наших детей. Здесь каждый участник может продемонстрировать, что ограничение по слуху не является преградой для самореализации, а становится стимулом для раскрытия уникальных способностей. И особо значимо, что фестиваль приурочен к знаменательной дате столетию Всероссийского общества глухих. За вековую историю ВОГ стала опорой для тысяч людей, помогая им интегрироваться в современное общество. В Вилюйске прошел ежегодный улусный конкурс детских оркестров «Удивительный оркестр». Мероприятие состоялось на базе детского сада «Алмазик» в рамках проекта «Музыка для всех». В этом году событие стало особенно значимым. Его приурочили к Году единства в России, Году культуры в Якутии, Году дошкольного образования. Юные музыканты из разных детских садов Улуса порадовали зрителей слаженными выступлениями на шумовых и музыкальных инструментах. Все участники получили дипломы и памятные призы. Организаторы надеются, что конкурс вернется в следующем году. Ведь музыка, как показал праздник, действительно объединяет сердца и народы. В этом году в нашем конкурсе приняли участие 11 коллективов и 140 воспитанников. Каждый год уровень подготовки наших воспитанников, наших юных дарований растет, и это очень радует. Владение музыкальными инструментами, их разнообразие тоже с каждым годом расширяется, и это говорит, что в наших детских садах ведется системная работа по развитию музыкальных способностей, эстетического вкуса, что ведет к всестороннему развитию наших маленьких детишек. На этом это все. До встречи в эфире.